Продолжаем освещать самые значимые события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого часа. В столичных поликлиниках наблюдается кратное увеличение количества вызовов врачей на дом. Принцип привязки к населению. В Госдуме поддержан законопроект об организации местного самоуправления. Национальная библиотека Якутии готовится к своему столетию. Планируется разработка стратегии библиотечного дела республики. Начнем с эпидобстановки. За последние сутки на территории республики зафиксировали 1710 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1402 случая приходится на Якутск, в Мегино-Кангаласском районе 150, в Мирнинском 42, в Алданском 41. Еще в 5 районах выявлено от 1 до 28 заразившихся. Я обращаюсь сегодня к родителям и беременным женщинам, их супругам и близким родственникам. Прошу не посещать людные места, в закрытых помещениях носить маску. В течение 2 дней будет принято решение по тестированию беременных женщин. Соответственно, на настоящий момент ряд поликлиник города уже переходит на обязательное тестирование беременных женщин при приходе на соответствующий прием в поликлинике. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Министерство труда и социального развития региона еще раз напоминает, что на дистанционный режим работы во время распространения COVID-19 по указу главы региона могут перейти лица от 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины. Кроме того, руководители организаций могут перевести на удаленный режим работы 50% коллектива. При этом для органов государственной власти и местного самоуправления эта мера носит обязательный характер. Удаленный режим работы касается и одного из родителей, чьи дети учатся на дистанционке. Распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым был утвержден указ о том, что лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины могут перевестись на дистанционный режим работы. Также решением оперативного штаба по республике от 17 января этого года руководителям рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Не привитых от коронавирусной инфекции при наличии медицинского отвода от вакцинации одного из родителей детей младших классов, не переведенных на дистанционный режим обучения. Необходимо также отметить, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. В столичных поликлиниках наблюдается кратное увеличение количества вызовов врачей на дом. Так, в первой поликлинике за сутки фиксируется более 2000 обращений. Люди с симптомами коронавирусной инфекции обслуживает 41 специальная бригада медучреждения. Напомним, при симптомах ОРВИ вызов врачей можно оформить, обратившись в поликлинику по месту жительства или же по номеру единой линии 122. На фоне повышенных нагрузок врачи призывают людей, уже находящихся под наблюдением, при возникновении вопросов не нагружать единую линию, а обращаться к своим лечащим врачам. Если человек находится на наблюдении, то желательно, конечно, не оформлять повторные просто вопросы какие-то, когда возникают, не прямо вызывать через 122, а желательно обращаться к своему врачу. Многие доктора дают свои личные контактные данные, чтобы просто лишний раз не нагружать вот каким-то простым вопросом. Но все стараемся обслужить. В сложной эпидситуации по распространению коронавирусной инфекции группу риска составляют представители старших поколений и лица с хроническими заболеваниями. Несколько дней назад в Алданском межулусном доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинский вновь был введен особый режим. Напомним, его сняли в апреле 2021-го. Сейчас интернат закрыт. Возможность входа и выхода исключена. С проживающими находятся 10 сотрудников. Предполагается, что смена персонала продлится 14 дней. Администрация дома-интерната перешла на удаленный режим. Пищеблок и прачечная работают по прежнему графику, контакты с проживающими исключены. Запасы продовольствия и бытовых принадлежностей имеются, процедуры проводятся в обычном режиме. Выполняются все санитарно-эпидемиологические рекомендации.
В Якутии приостановили спортивные мероприятия. Накануне министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев подписал приказ, согласно которому на территории республики до 1 февраля приостановлены все официальные спортивные мероприятия. Отметим, что под запрет попали и те старты, которые включены в единый календарный план Минспорта региона. В целях нераспространения коронавирусной инфекции клиентские службы отделения Пенсионного фонда России по республике в районах и в городе Якутске с 25 января 2022 года принимают граждан по предварительной записи. Без предварительной записи прием осуществляется на оформление социального пособия на погребение. По всем остальным вопросам записаться на прием или получить консультацию специалистов Пенсионного фонда можно по телефону единой многоканальной телефонной сети отделения ПФР по республике, а также на сайте Пенсионного фонда России. К другим темам. В Госдуме в первом чтении поддержан законопроект об организации местного самоуправления в Российской Федерации. Документ предполагает ввести одноуровневую систему организации самоуправления на местах, установить полномочия муниципалитетов, а также усилить ответственность глав муниципальных образований. В основе нового устройства местного самоуправления будет заложен не территориальный принцип, как сейчас, а принцип привязки к населению, считают авторы законопроекта. При этом общая структура органов местного самоуправления останется неизменной. Законопроект в эти дни был широко обсужден и в Якутии. В целом он был поддержан местными парламентариями. Вместе с тем принимать его должны с учетом особенностей и регионов, плотности населения и природно-климатических условий, что в совокупности должно принести положительные результаты, отметила депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. И самое важное, вот что я хочу отметить, что есть в данном законопроекте, это то, что сегодня глава муниципального округа, он будет являться государственной должностью, одновременно муниципальной и государственной должностью. То есть он непосредственно будет принимать участие для того, чтобы именно защищать интересы населения муниципального округа. Тот, который будет образован после принятия закона. На самом деле принятие данного законопроекта, но с учетом наших особенностей, плотность населения, природно-климатические условия. Эти вопросы, они есть, но они преодолимы, и, в принципе, в ходе обсуждения они могут быть решены. В городе Алекминске идет уборка дорог и территории от снега. Прогнозы обещают обильные снежные осадки на весь февраль. В этом году в перечне работ порядка 50 улиц. Это на 15 больше, чем в прошлом. Подробности в сюжете далее. Период сильных холодов подходит к концу. В городе идет уборка снега. В перечне работ тротуары, скверы, площадки и набережные. В этом году, наконец-то, для работников своя единая форма. Работа привычна, если делать ее с умом, делится Евгений Александрович. Основная работа – это когда начинается самое такое? Перед Новым годом, в зависимости от снега, сколько выпадет, как натопчут, народ ходит на работу. Машины ездят, перекрестки сыпать, этот песок, подъемы, машины закатывают снег. Вот сейчас понедельник мы вышли, сегодня вторник, на той неделе 3 дня подряд сыпали, снег шел. Почти что каждый день пересыпаем этот песком. Вот чистим здесь тротуары, памятники. Перед Новым годом площадь Ленина чистили. Центральную дорогу очищает предприятие «Дороги Алекмы». Основной объем стараются сделать в ночной период для удобства населения. Идет уборка и на других улицах. Общий план – 7000 кубометров. В плановом режиме у нас работает 6 дворников, которые очищают нашу набережную. Дальше они перейдут на скверы и тротуары нашего города. Кроме того, у нас работает дорожная техника. Это 2 погрузчика, грейдер, бульдозер и самосвал. Ежедневно также мы осуществляем 1-2 раза в день подсыпку всех наших подъемов и особо опасных перекрестков. По планам у нас уборка 50 улиц от снега, именно дорожного полотна, и всех площадей скверов полностью от снега с вывозкой на утвержденный полигон. Кстати, скоро городу придет своя спецтехника. По расчетам это будет более эффективно. Насколько это будет выгоднее, в чем преимущество?
В настоящий момент мы арендуем дорожную технику. У нас у предприятия есть только свой собственный погрузчик. Всю остальную технику мы арендуем. Собственная же дорожная техника позволит нам сэкономить на арендных средствах, сделать больше работы. Елена Фаст, Алекминск. Глава Якутии поддержал проекты Национальной библиотеки по внедрению новых форматов работы. Национальная библиотека Якутии в 2025 году отметит свое столетие. К этой знаменательной дате библиотечное сообщество республики должно подойти с новыми интересными проектами, обновленной материально-технической базой и возможностью предоставлять читателям широкие возможности для их творческого и интеллектуального развития. В этом году планируется разработка и утверждение стратегии развития библиотечного дела в Якутии на период до 2030 года. Появление важного документа станет мощным толчком к развитию библиотек в республике и придаст импульс для новых проектов. Этой весной Ленских церковный хор ждет международный хоровой конкурс «Звучит Москва». В коллективе половина участников – непрофессиональные вокалисты. 4 человека из 10 – это дети. Брать высокие ноты любителям помогают опытные музыканты. Дарья Боискорова узнала, как участники хора осваивают богослужебные песни. Ютятся в углу площадью метр на метр, однако поют не хуже профессионалов, которым в некоторых храмах выделяют по этажу. В вокальном коллективе Ленской церкви 10 человек. Музыкальное образование имеют единицы. Вильгельмина Кадола – одна из них. Прихожанка работает в музыкальной школе. Наш хор поет по камертону. Камертон – это такой маленький инструмент, он как бы издает звук абсолютной высоты. И вот регент слушает этот камертон, он как бы настраивает нас только голосом. И мы уже как бы слушая этот настрой, поем. В Ленске камертон может брать только церковный хор. Певчие, как правило, отделены от остальных прихожан. Клирос – так называют особое место в православном храме, где размещаются певцы церковного хора. Также называют и коллектив вокалистов, без которых не обходится ни одна церковная служба. Группой управляет регент, своего рода дирижер. У нас все специфические, конечно, песни, песнопения богослужебные, восхваляющие Бога, прославляющие святых. Поэтому не каждый захочет это петь, может быть, и не каждый сможет, даже если захочет. Начинающим певчим сначала дают небольшие произведения. На их изучение уходит минут 40. А серьезные композиции многие осваивают часами. Я закончила детскую школу искусств в прошлом году по классу вокала. И, получается, в церковном хоре я пою с 8 лет. Сначала это были легкие произведения, регент нам давала петь. Потом уже с каждым годом все более и более сложные. Чтобы попасть в ряды певчих, желания мало. Как минимум необходим чуткий слух. Человек должен изучить ноты и репертуар. Но если у прихожанина есть данные, церковным певчим можно стать за 2 месяца. Дарья Боискорова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.